Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Как жест доброй воли на грузино-абхазской границе произошел обмен осужденными. Проводится внутреннее расследование. МВД прокомментировала факт инцидента с участием Руслана Джелия. Победителей 3 названы предприятия, получившие госзаказ по инвестиционной программе. Сегодня в 4 часа дня на государственной границе по реке Ингур состоялся обмен 4 граждан Южной Осетии, задержанных и осужденных в Грузии, на граждан Грузии, отбывающих наказание в Абхазии. Подробности в репортаже Елены Лолуа. 4 граждан Южной Осетии были задержаны спецслужбами Грузии в 2005 году и отбывали пожизненный срок заключения. Их обменяли на 9 граждан Грузии, отбывавших в Абхазии различные сроки наказания – от 13 до 20 лет. Их осудили за различные преступления, в том числе за шпионаж и попытку совершения диверсионно-террористических актов. Один из осужденных, житель села Ажара, решил остаться в Абхазии. В числе переданных Диана Шаданя, задержанная СГБ Абхазии в 2008 году за шпионаж в пользу Грузии. Она раскаивается в содеянном. Вы раскаиваетесь? За обменом заключенными наблюдали министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба и министр иностранных дел Южной Осетии Казбулат Сховребов. С грузинской стороны присутствовали министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили и губернатор Зугдидского района Леван Шоня. К счастью, этот процесс завершился. Ребята возвращаются на родину. Южной Осетии, наши братья. И после обращения президента Южной Осетии господина Тибилова к нашему президенту был положительный ответ. И получилось то, что мы все ждали, все готовили. Я думаю, что это хороший результат. Так что ребята вернулись на родину, к себе домой. Я думаю, что это прекрасный пример, где мы можем прагматично сотрудничать. Вопрос об освобождении граждан Южной Осетии не раз ставился в ходе женевских дискуссий. Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии назвал обмен с заключенными знаменательным событием как для Южной Осетии, так и в истории взаимоотношений Южной Осетии и Абхазии. Республика Южная Осетия неоднократно выступала с инициативой подобный обмен произвести. Данное предложение озвучивалось в ходе женевских дискуссий неоднократно. Признаю, что у нас были разговоры на эту тему в кулуарных беседах, в том числе с представителями делегации Грузии в Женеве. И благодаря многим действиям, которые были сделаны за это время, сегодняшнее мероприятие состоялось. Большую благодарность выражаем руководству Республики Абхазия, всему народу Республики Абхазия, которые из года в год показывают не только сохранение уровня взаимоотношений между нашими странами, но и наращивание этих взаимоотношений. И сегодняшние события – это тому подтверждение. Приговоренные к пожизненному заключению, а теперь оказавшиеся на свободе, граждане Южной Осетии благодарят абхазскую сторону за помощь и участие в их судьбе, за жест доброй воли. Обмен заключенными стал возможен благодаря указу президента Абхазии о помиловании преступников из Грузии. Такое решение принял Рауль Хаджимба в ответ на просьбу своего южно-осетинского коллеги помочь вызволить из грузинской тюрьмы 4 граждан Южной Осетии. Елена Лолуа, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Расширенное совещание с участием руководителей районных отделов и всего личного состава МВД прошло в Сухуме. Поводом послужил инцидент, произошедший 7 марта на трассе Сухум-Псу, и несанкционированный митинг, прошедший у стен Министерства внутренних дел. Сотрудники ведомства выразили свое отношение по поводу этих событий. С подробностями наши корреспонденты. По факту инцидента, произошедшего 7 марта с участием Руслана Джелия и сотрудников ГАИ, проводится внутреннее расследование. В МВД утверждают, что при попытке принудительной остановки автомобиля была произведена стрельба в воздух. При этом автомобилю Джелия не был причинен ущерб. Инцидент послужил поводом для несанкционированного митинга, прошедшего 9 марта на площади Свободы, который впоследствии привел к беспорядкам у здания МВД. Родственников Руслана Джелия принял министр внутренних дел. Леонид Запшба дал исчерпывающие разъяснения по событию, произошедшему 7 марта. Результат разговора удовлетворил обе стороны, сказал министр. Я их принял, выслушал. Они все, что нужно было от меня, услышали. И я дал слово, что с моей стороны и сестре, и брату, они меня прекрасно поняли. И все это было воспринято правильно. Наши законные
правильные действия сотрудников, моих подчиненных, где, в каком регионе они служат. В МВД придерживаются конституционного права граждан Абхазии на коллективное волеизъявление, но при этом говорят, что проведение несанкционированного митинга на территории режимного объекта – факт недопустимый. Кроме того, представители правоохранительных органов считают, что активисты беспорядков пытались нагнетать ситуацию и перевести это в политическое русло. Члены общественного совета при МВД, участвовавшие в совещании, выразили свое отношение к инциденту. Курс сегодня взятой милицией и с его министром сегодня правильный. И они все, а ветеранов сегодня в Абхазии немало, более 1000 человек, они все за политику, проводимую сегодняшним нашим руководством Министерства внутренних дел. В этой ситуации сотрудникам милиции было весьма сложно проявлять сдержанность, отмечалось на совещании. В отношении наиболее активных участников беспорядков должны быть применены все законные меры, считают ветераны милиции. Мы должны делать все возможное и невозможное для того, чтобы был какой-то определенный порядок. Но, увы, к сожалению, сегодня не все это хотят, а мы все равно это будем делать. Почему? Потому что мы к этому призваны. Представители молодого поколения правоохранительных органов Абхазии также осудили действия участников беспорядков 9 марта. Как сказал министр, он пока воздержится от комментариев по факту принудительной остановки автомобиля Руслана Джелли 7 марта. Этот вопрос будет рассматриваться на Совете Безопасности, а после будет дана оценка. Нала Мукбасайдайба, Абхазское телевидение. Конкурсная комиссия по отбору предприятий, претендующих на получение госзаказа по инвестиционной программе развития республики, определила победителей. После подсчета баллов были названы предприятия, которые получили право на проведение капремонта 5 объектов, лотов систем водоснабжения Сухума. Подробности в репортаже Беллы Кварчи. 7 миллионов 669 тысяч. 600 сколько? 69. 0,10. Чтобы определить победителей конкурса, комиссия подсчитывала количество набранных предприятиями-претендентами баллов. Среди критериев – сроки выполнения работ, предлагаемая сумма затрат на них, опыт персонала и строительное резюме фирмы. По каждому из показателей были выставлены баллы, и в совокупности определился победитель. По первому лоту это замена водовода диаметра 500 мм от подкачивающей насосной станции до резервуара насосной станции номер 2. Победила фирма «Сенс». Лот номер 2. Замена канализационной трубы коллектора от проспекта Мира до сборного колодца диаметра 500 мм. Победила также фирма «Сенс». Лот номер 3. Замена канализационной трубы коллектора от канализационной насосной станции Почтовая до сборного колодца диаметром 225 мм. Победила госкомпания «Апснер Гэллара». Лот номер 4. Резервуар номер 6 улицы Братьев Зонтария. Это устройство подпорной стены. Победило госпредприятие «Абхазберегозащита». И лот номер 5. Замена водо- и канализационных трубопроводов по улице Имама Шамиля от Бегуа до улицы Джонуа. Победила фирма «Сенс». Интересно, что в 2 лотах предприятия-конкуренты набрали одинаковое количество баллов. Чтобы определить, кто получит заказ, комиссия провела голосование, предварительно по пунктам разобрав резюме фирмы. К примеру, компания «Проммонтаж-сервис» набрала одинаковое количество баллов с «Абхазберегозащитой», но уступила ей по количеству построенных объектов, то есть по опыту работ. Члены комиссии отметили, что будут совершенствовать отборочный процесс с тем, чтобы заказы получал как можно больше круг предприятий. Найти работу реально сложно сегодня. Если есть возможность такая привлечь максимальное количество людей для работы, я считаю, это было бы эффективно. Более, понятно, что конкурс, понятно, что там надо считать, но мне кажется, было бы эффективнее попытаться разделить между всеми участниками этого рынка. В конкурсе за право проведения капитального ремонта объектов системы водоснабжения и водоотвода Сухума приняли участие 26 абхазских предприятий. Комиссия продолжит свою работу по определению победителей в других лотах. Сейчас она собирает заявки от претендентов на получение заказов еще по 5 объектам. Белла Кварчи, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
В одном из наших выпусков мы рассказывали о проблеме ветерана-ампутанта, живущего в Сухуми на 8-м этаже 9-этажного дома. Наш корреспондент Асида Малия тогда рассказала о трудностях, с которыми ветеран Игорь Лухба сталкивается ежедневно. К решению проблемы подключились в правительстве республики по поручению премьер-министра Артура Миквабия. К ремонту лифта приступили чуть более месяца назад. С тех пор сделано многое. Главное, установлены новые детали в так называемом машинном отделении. Предположительно, медные детали лифта были разобраны и проданы предприимчивыми согражданами. Лифт был раскурочен. То есть одна кабина, вот эти двери, то двери сменены, там кто-то поломал их. И в первую очередь мы сделали безопасность. То есть если безопасность, это... Есть такая система ловителей, если рвется трос, не дай бог, конечно, падает кабина, ловители его ловят. Механиков в работе мы, к сожалению, не застали, а рабочие из другой бригады в это время подготавливали необходимые детали для облицовки лифта. С момента начала ремонтных работ за процессом активно наблюдают жильцы подъезда, но больше всех этому радуется ветеран-ампутант Игорь Лухба. История о том, как ветеран обошел все инстанции города с просьбой починить лифт, наверное, знакома многим. Он признается, обивать пороги кабинетов – дело неприятное, говорит, жизнь оставила. Если бы, честно вам говорю, даже если бы не эта нога бы, допустим, да, я бы, наверное, молчал бы, по характеру такой, наверное, человек. Обещания бывших чиновников городской администрации так и остались обещаниями. Помощь пришла оттуда, откуда не ждал. Решение вопроса взял под личный контроль премьер-министр Артур Миквабия. Были выделены средства для ремонта объекта. Однако жильцов дома беспокоит то, что ремонтные работы затягиваются, опасаются. Дело становится на полпути. Директор предприятия «Абхазлифт» Тимур Чкото пояснил, это связано с поэтапным финансированием. Проще говоря, процесс замедляется из-за волокиты с проектно-сметными и другими видами документации. Финансирование поступило от УКСа, у меня конкретно с УКСом контракт. 116 тысяч заплатили нам за этот лифт. 116 тысяч, то есть две большие детали. Это шкаф управления и мотор. Мы вложили свои деньги. Работу лифта в действии мы проверили лично, вместе с ветераном. Несмотря на то, что лифт движется плавно и без рывков, есть пока небольшие недоделки, которые устранят в ближайшие дни. Начальник предприятия «Абхазлифт» заверил, что все работы будут завершены уже в конце следующей недели. И тогда ветерану больше не придется долгий час спускаться и подниматься по лестнице с риском для жизни. Вообще проблема лифтов в городах весьма актуальна. Ее необходимо решать. Кстати говоря, в рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию республики предусмотрены и гранты по обновлению лифтового хозяйства столицы. Реализация программы запланирована на этот год. В настоящее время компания «Абхазлифт» обслуживает около 200 действующих лифтов. Асида Малия, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Абхазское музыкальное искусство понесло тяжелую утрату. На 81-м году ушел из жизни известный абхазский музыкант, виолончелист Гарри Тативасян. Вся творческая деятельность Тативасяна связана с концертной жизнью Абхазии. Он активно участвовал в государственных мероприятиях и фестивалях. Гарри Тативасян выступал с сольными концертами и в ансамбле с другими известными музыкантами. В 1990 году за высокое исполнительное мастерство ему присвоено звание заслуженного артиста Абхазии. В 2005 году указом президента Абхазии за заслуги перед Отечеством в развитии культуры и искусства Гарри Ашотович Тативасян был награжден орденом Ахтапша 3-й степени. Третье заседание Российско-Абхазской межведомственной рабочей группы по планированию и использованию радиочастотного спектра в приграничных районах Российской Федерации и Республики Абхазия прошло в Сухуми. Были обсуждены вопросы использования радиочастот станциями сухопутной, сухопутной подвижной и фиксированной служб, а также обсуждалась координация радиовещательной службы и принципы координации частотных присвоений станциям фиксированной службы. Правый берег. Эта встреча очень важна для обоих стран. У нас большой опыт сотрудничества. Прежде всего, это Олимпиада, которая прошла без сучка, без задоринки. И в этом, и в том числе, есть и ваша заслуга, уважаемые коллеги. Переговоры важны, у нас много вопросов, довольно-таки обширная повестка. Я думаю, мы их проведем в духе добрососедства, взаимопонимания. Это очень важно.
не потерять этот дух, не потерять темп переговоров, выйти на подписание каких-то документов. Я думаю, это облегчит дальнейшую работу операторов друг с другом, более упорядочит нашу работу с операторами в приграничных районах и принесет какую-то пользу. Подготовка к курортному сезону уже началась. В этом году в Абхазии ожидается большое количество туристов. Чтобы узнать, насколько в нашей стране готовы к встрече туристов, в Общественную палату были приглашены представители соответствующих министерств и ведомств. Были затронуты наиболее важные вопросы, существующие в туристической сфере Абхазии. Репортаж Сари Смыр. До начала курортного сезона осталось всего несколько месяцев. В этом году Абхазия ожидает большой поток туристов. Как известно, основную функцию жизнеобеспечения представляет энергетическая система. Проблема бесперебойного энергоснабжения на летний период становится одной из существенных, так как повышается рост потребления энергии. Особенно с такими неудобствами сталкиваются курортные города Пицунда и Гагра. Проблема в изношенности электрических сетей и оборудования, а также с несанкционированными подключениями к сетям. Естественно, есть огромная категория наших абонентов, которые не всегда официально обращаются к нам и пытаются локально решать вопросы, подключаться к сетям. По факту частные домовладения, по сути, переквалифицировались и стали мини-гостиницами. Мы все понимаем, что наши сети находятся в достаточно ветхом состоянии. Мало того, когда они проектировались, их мощность была одна, а сегодня, когда подключаются, к этим сетям, минимум потребления – это порядка 10 киловатт. По словам Аслана Басари, износ электросетей по республике очень большой. Для решения всех проблем необходимо порядка 30 миллиардов рублей. Но все же пока, по словам Аслана Басари, Черноморэнерго справляется с нагрузкой в летний период. В ходе встречи в Общественной палате ее участники также затронули проблему санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В летний период наблюдается сезонный рост кишечных инфекций. По словам главного санитарного врача республики Владимира Берулава, более 80% отдыхающих обращаются в медицинские учреждения именно по причине отравления водой. 80% приходится на воду и канализацию, заболевания кишечными, а 20% может быть на объекты общественного питания, потому что приезжие люди непривычны к нашей местной пище. В Пасхи ходят, там пища острая, горькая, и у них возникают элементарные гастриты. А чтобы сказать, что у нас по республике отмечались массовые пищевые отравления, я не могу такого сказать. К летнему сезону активно готовится и Рицинский реликтовый национальный парк, один из основных туристических объектов. В прошлом году его посетили около 600 тысяч человек. На территории парка было установлено более 2000 палаток. Работы по благоустройству парка не прекращаются в течение всего года. Основная деятельность национального парка направлена на поддержание той природы, того природного достояния, которое здесь сконцентрировано. В первую очередь основная задача – это сохранение, как мы говорим, ландшафтного разнообразия этой территории и ее изучение. Здесь ведутся всесторонние работы на данный момент. Это научно-исследовательская работа, это охрана территории, это рекреационное развитие территории. Вице-президент торгово-промышленной палаты Абхазии Адгурлушба отметил, что ТПП также пытается максимально добиться развития туристической отрасли и показать нашу страну на разных площадках, участвуя во всевозможных мероприятиях в рамках развития этого направления. Подводя итоги заседания, заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Ахба отметил, что несмотря на все проблемы, в туристической сфере республики есть и успехи. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью 7-9, днем 15-17 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.